Здравствуйте, вы смотрите новости на телеканале ТУА-24, в студии Азамат Очур, и сегодня в выпуске. С 29 апреля жители республики могут посещать новый буддийский монастырь. В Кахемском районе активно идет строительство образовательных учреждений. В Туве обновят коммунальные сети. В Национальном музее открылась выставка Тувинского национального оркестра. Накануне во многих районах республики из-за сильного ветра произошли массовые аварийные отключения потребителей от электроэнергии. На данный момент неполадки устраняют. Мы по плану и по информации текущей энергетиков до обеда и после обеда, то есть в течение дня все работы должны быть завершены. В том числе на аварийном участке это линия, высоковольтная линия, которая идет от Усть-Илегеста в сторону Ховакса. Там бригада ТВ-Энерго уже завершает ремонтную работу, замена опор высоковольтной линии. И где-то в течение 2 часов энергоснабжение должно быть восстановлено. 28 апреля в Дзунхенческом районе пройдут спортивные соревнования республиканского масштаба. Что подготовили организаторы, какие условия и какой призовой фонд, расскажет Чинчик Ишпыкол. Республиканские соревнования по национальным видам спорта, таким как конные скачки, борьба хуреш и стрельба из национального лука, проводятся традиционно масштабно. В административном центре Дзунхенческого района соберутся лучшие спортсмены и скакуны со всех уголков Тувы. А это порядка 500 участников и 10 тысяч зрителей и болельщиков. Конные скачки будут проходить по 5 заездам. Это молодые рысаки и находцы на дистанции 10 километров, рысаки на дистанции 15 километров, и находцы на дистанции 15 километров, а также среди скакунов молодых на дистанции 15 километров и среди скакунов на дистанции 30 километров. Конные скачки в Туве – это больше, чем спорт или праздник. Это образ жизни, традиции, уходящие глубокими корнями в историю народа и культуру. Невозможно представить тувинца без лошади, любовь которой передается из поколения в поколение. Но, тем не менее, на соревнованиях существуют и свои правила. Хочу особо отметить меры безопасности при проведении соревнований, так как будут участвовать несовершеннолетние дети. На сегодняшний день по действующим правилам конных скачек могут участвовать дети старше 14 лет. Полную безопасность ответственность несут законные представители, а также хозяева лошадей, на которых будут участвовать наездники. В этих целях в обязательном порядке во время мандатной комиссии будет проверяться страхование жизни участников, а также согласие родителей об участии в соревнованиях. А также должны быть соответствующие документы. Кроме того, в этот же день, 28 апреля, запланировано проведение соревнования по стрельбе из национального лука среди мужчин, а на стадионе Чадана состоится всенародно любимая борьба хуреш среди сильнейших борцов республики. По борьбе хуреш тоже солидный призыв и тоже, так скажем, открытие тоже летнего сезона. Это первый раз проводится на стадионе. И ожидается тоже порядка 128 сильнейших борцов республики. Как отметили в региональном министерстве спорта, соревнования проводятся в честь открытия 30-го скакового сезона конных скачек республики, а также в поддержку военнослужащих и добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Победители и призеры будут награждены ценными и денежными призами. Чинчик Ишпыкол, Владимир Сюртюк, Самдам Иргит, телеканал ТУВА-24. В этом году Федерация независимых профсоюзов России принято решение об отказе от массовых демонстраций и шествий, которые традиционно проводят в День труда 1 мая. Однако праздник состоится. В республике запланировано проведение 2 различных мероприятий. В этом году Федерация независимых профсоюзов России принято решение об отказе от массовых демонстраций и шествий. Было принято решение о поддержке, уделить внимание поддержке трудящихся, поблагодарить их за труд ежедневный и уверенность в том, что все мы вызовы преодолеем. Помимо шествий и праздничных демонстраций, у нас в республике предусмотрено очень много мероприятий, которые продолжатся, и они включены в план. То есть мы ожидаем очень большое интересные события на площади Арата, также в Кажунах тоже мероприятия будут все по плану выполнены, кроме шествий и демонстраций.
Иван Далекович, хочется, чтобы вы прямо фразы проговорили. Хочется заострить внимание, что это не там, решение республиканских властей, это принято Федерацией профсоюзов. Да, уважаемые наши граждане, хочется заострить внимание, что это решение не правительства Республики Тыва, а все-таки это решение Федерации независимых профсоюзов России. В селе Усть-Бурен Кахемского района идет ремонт школы и детского сада. Как проходит работа, расскажет Сайгын Бырбю. Усть-Буренская школа построена в далеком 1946 году. Ей уже 77 лет. При должном и своевременном обслуживании эти стены выдержат столько же. Школу строили всем миром из лучших долгосрочных пород деревьев. С тех пор серьезного капитального вмешательства здание не видело. Единственно, в 2017 году благодаря инициативе «Единой России» стало возможным обновить спортивный зал. Теперь же пришло время капремонта основного учебного корпуса школы. Нам придется заменить полностью кровлю, отделочные работы, гипсокартон, отопление, электросети. Также фасад полностью обновляется, утепление и сайдинг. Работы начались 1 апреля. Контракт на капитальный ремонт заключен со строительной компанией «Artronic Service» на сумму порядка 14 миллионов рублей. Тут задействованы местные рабочие тоже, их человек 8-9. В зависимости от того, они сейчас... Какая работа будет выполнена? Они в основном кровли делают. Сейчас по мере возможности на внутреннюю отделку тоже будем привлечь их местных. Ну так-то в основном из Кызыла, бригады из других районов. Капитальный ремонт должен быть завершен к 1 августа. Работа идет полным ходом. Главное, стройматериалы подвозятся своевременно и в полном объеме. С восточной стороны здания уже укреплены стены капитальным стройматериалом. Установлено 15 новых окон. Смонтированы кровельные укрепления. Идут и внутренние работы. На период капитального ремонта не прекращается и учебный процесс. Малокомплектная школа позволяет обучаться всем ученикам в начальной школе. Как говорится, в тесноте да не в обиде. Наши дети в настоящее время обучаются в начальной школе 2 смены. И горячим питанием дети обеспечиваются согласно требованию. У нас столовое отдельное здание, поэтому вот в этих вопросах у нас никаких проблем нет. Уроки проходят в соответствии с планами. Родителям не надо вести детей на обучение в другие населенные пункты. Не помешает капитальный ремонт и подготовке детей к ОГЭ и ЕГЭ. В этом году у нас в 11 классе 1 ученица, в 9 классе у нас 6 учащихся. Они после обеда готовятся к государственной итоговой аттестации, и мы думаем, что так и в прошлых годах наши дети получат аттестаты 100%. В республике в текущем году кардинальному обновлению подлежит не менее 13 школ республики. Помимо ремонтных работ, федеральная программа капремонта включает широкий круг мер по развитию школ, в частности, закупка оборудования, повышение квалификации учителей. Сайгын Бырбю, Буян Монгуш, Софья Сая, Тува-24, Сумон, Усть-Бурен. В пятницу, 28 апреля, на площади Арата жители Тывы на большом экране могут посмотреть торжественное открытие буддийского монастыря. Для жителей храм будет открыт с 29 апреля. Совсем немного остается до дня, которого мы так долго ждали. 28 апреля здесь, в стенах буддийского монастыря Туктен-Шедруплинг, пройдут первые молебны и ритуалы. Они станут частью церемонии открытия монастыря.
В этот день мы ожидаем приезд гостей из буддийских регионов России, из Монголии, из других стран. Для того, чтобы центральный зал мог вместить всех гостей, посещение в этот день будет ограничено, и на церемонию открытия внутрь попасть смогут не все. Поэтому мы рекомендуем смотреть церемонию открытия в режиме прямой трансляции, так вы сможете увидеть все более подробно. Ну и хотелось бы, конечно, отметить, что 28 числа жизнь монастыря лишь начинается. Это первый день, когда в монастыре пройдут первые ритуалы и первые молебны. Уже начиная с 29 числа и на протяжении последующих дней пройдет обширная программа, подготовленная монахами монастыря и управлением Камбыламы Республики Тыва. И в эти дни совершенно спокойно и в размеренном темпе каждый желающий сможет посетить монастырь, посидеть, подумать, помолиться. Всех вам благ! И в продолжение темы для безопасности. В день открытия буддийского монастыря будут перекрыты некоторые участки дорог, рассказывает Инна Клоян. В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения открытия буддийского монастыря 28 апреля в период времени с 7 утра до 15 часов дня будет приостановлено дорожное движение на некоторых улицах. Осуществляется временное ограничение движения транспортных средств по улице Московская до пересечения с улицы Степана Саргола до кругового движения автомобильной дороги Кызыл-Эрзин, а также перекрываются пересечения с улицами Владимира Осколова, Леонида Чедамба и Авиаторов. В целях безопасности будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие въезд на территорию проводимого мероприятия. Схема объездных путей движения общественного транспорта 1А и автобуса 105Т размещены на страницах социальных сетей Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва. Привлекаются сотрудники полиции, госавтоинспекции, Росгвардии, ОМОНа, 7 экипажей ГАИ. Кроме того, дополнительно привлекается и спецтехника мэрии Кызыла. Инна Клоян, Чайхан Дангак, Самдан Иргит, телеканал Тува-24. Министерство лесного хозяйства Тувы информирует, в этом году, по прогнозу специалистов республики, может произойти до 90 лесных пожаров с ущербом более 50 миллионов рублей. Это видео весеннего пала в болотистой местности Кызыла в буквальном смысле заполонило все социальные сети региона. Возгорание произошло накануне в дневное время суток недалеко от старого кладбища. Еще чуть-чуть, и огонь перекинется на близстоящие жилые дома и хозяйственные постройки. К счастью, крупного пожара удалось избежать. По прибытию горела сухая растительность на площади 600 квадратных метров. Огонь ликвидирован. Распространение огня на близлежащие постройки не допущено. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Как правило, основной причиной таких пожаров является неконтролируемый пал сухой травы и детская шалость. Спасатели напоминают населению республики о необходимости воздержаться от сжигания мусора, выжигания прошлогодней травы и разведения костров в лесных массивах. Сухая трава может вспыхнуть от любой искры и превратиться в настоящее бедствие за считанные минуты. Виновников пожара ждет административное наказание и серьезный штраф. С прошлого года у нас за нарушение административного правонарушения увеличили штрафы по статье 8.32 по первой части. Штрафы увеличились в 10 раз. Если до этого был штраф на граждан 1500 рублей, на сегодняшний день штрафы увеличены до 15 тысяч. Выжигание сухой травы приводит к серьезной деградации почвы, уничтожает почвенную мезофауну и угрожает популяциям гнездящихся на земле птиц. Травяные палы – это причина возникновения большинства лесных и торфяных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах. За неделю на территории республики зарегистрировано 4 степных пожара, по одному в Чахольском, Судхольском и 2 случая в Лукьянском районах. Пожары обнаружены с применением системы космического мониторинга «Термические точки». Пожары ликвидированы. Практически единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение, которое требует слаженных и осознанных действий со стороны органов власти и местного самоуправления, сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций, а также максимальной ответственности и осторожности со стороны граждан. У нас каждый год проводится
агитационно-противопожарная кампания «Останови огонь». И в рамках кампании наши лесные инспектора проводят агитационную работу, проводят открытые уроки, проводятся беседы с населением о том, что в это время запрещается сжигание сухой травы. И также призываем, наверное, всех граждан наших, чтобы соблюдали правила пожарной безопасности в лесах, а также находясь в лесном массиве и находясь в природе. Пренебрежение противопожарными нормами нередко приводит к гибели людей, огромному урону инфраструктуре и сокращению лесного фонда. Чинчик Ашпукол, Буян Аюн, Азамат Очур, телеканал ТУВА-24. В Туве обновят коммунальные сети. Основная задача программы – понизить долю изношенных систем. Планируется капитальное обновление 3 объектов теплоснабжения и водоснабжения. Обновление коммунальных сетей сегодня самое востребованное направление развития ЖКХ, которое находится на особом контроле правительства региона. Износ инженерных коммуникаций в указанных городах оценивается специалистами как критический. В столице Тувы изношенность водопроводных сетей составляет в среднем 80%. Состояние коммунальных трубопроводов в Шаганаре не лучше. Водопровод Нижняя терраса, так называемая, самая старая труба, еще, которая 60-х, 70-х годов она проложена. Это получается, что эту трубу тоже будем менять именно в водоснабжение. Это будет у нас Свороток, Дружба, Ленина. И потом у нас еще 2 объекта у нас идут. Это объекты канализации и водоснабжения города Шаганара. Там тоже очень расстояние приличное. Это 15 километров. Почти что, я думаю, что очень основная часть пойдет под замену. По первому этапу запланировано 6 мероприятий. По городу Кызылу проложат магистральные сети водопровода с протяженностью 6 километров, начиная с района Своротка до Молодежного сквера. По Шаганару сети водопровода и водоотведения с общей протяженностью около 15 километров. А также по Кызылу есть 3 участка тепловых сетей. Это район Спутника 4 километра, Буренская тоже 4 километра и правый берег 1,3 километра. Средний диаметр 200 миллиметров трубопроводов заменяемых. Также в рамках подпрограммы снабжения населения республики чистой водопроводной водой, госпрограммы повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства региона запланировано немало работ. В текущем году запланировано строительство локальных систем водоснабжения в 7 муниципальных образованиях республики в количестве 12 единиц с финансовой поддержкой из республиканского бюджета в размере более 7 миллионов. Уровень софинансирования муниципальных образований составляет 30%. По следующим кажунам: Барунхемчик, Дзунхемчик, Кызылский кажун, Тесхемский кажун, Улухемский кажун, Эрзинский кажун и город Кызыл. Напомним, что в текущем году в послании Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о запуске программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Глава Тувы Владислав Хавалык поставил задачу выбрать самые проблемные объекты, где чаще всего происходят аварии, а ресурсы по изношенным сетям получают большое количество потребителей. Программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры, что нас очень радует, естественно, потому что взять сети водопроводные более 80 километров, либо тепловые сети, которых насчитывается порядка 160 километров. Это все было построено, мы знаем, в далекие времена, особенно водопроводные сети 60-х годов. Поэтому сегодня появилась возможность модернизировать данные сети, защититься в федеральных структурах. И, конечно, мы с удовольствием воспринимаем это. В рамках первого этапа программы в 2023-2024 годах в республике заменят и построят более 32 километров сетей коммунальной инфраструктуры. Инна Клаянчай, Хандангак, Азамат Очур, телеканал ТУВА-24. В Министерстве образования республики подвели итоги республиканского конкурса «Нить времен и поколений». Школьники и студенты предоставили свои исследовательские работы. Все подробности далее.
Более 80 желающих из 12 муниципальных образований республики подали заявки на участие в республиканском конкурсе «Нить времен и поколений». На второй этап были допущены 38 научно-исследовательских работ. Организаторы отмечают, что мероприятие проводится в третий раз, и с каждым годом количество участников увеличивается. У нас тут в этом конкурсе две номинации. То есть темы представлены по двум номинациям. Это топонимика и этнография родного края. По этим двум номинациям были отобраны самые лучшие работы, и на сегодняшний день перспективы вот этих работ с точки зрения уровня их формирования оценена учеными на более высоком таком уровне, в отличие от предыдущих годов. Цель конкурса – содействовать вовлечению участников в краеведческую, научно-исследовательскую деятельность, позволяющую ближе познакомиться с историей родного края, а также глубже понять самобытность его культуры. Младшему поколению важно не просто знать историю своего рода, но и понимать, как она влияет на своих потомков. Мы исследуем печку в селе Худ. То есть рассказываем, как создавалось все это, как пекли и сколько вообще там находится печей на селе Худ. Она интересна тем, что она вообще не исследована. Вообще, я могу прям реально серьезно заявить, что она почти что не исследована. И, так скажем, у меня есть родственники, мы каждый раз там созваниваемся, и как у нас разговор не доходил до чего-либо, то они говорили, мы там хлеб сейчас печем и так далее. Потом стало интересно, что же, как это все зародилось и так далее. В интеллектуальном состязании приняли участие школьники, а также учащиеся средних профессиональных учебных заведений по своим возрастным категориям от 13 до 20 лет. При анализе конкурсных работ учитывается наличие обоснованной и документально подтвержденной информации в виде ссылок на архивные документы или копии документов, а также фотографий. У нас интерес учащихся возрастает, что нам очень отрадно, и фактом тому является охват конкурсантов, которые принимают участие в нашем конкурсе. На сегодняшний день в стране большое внимание уделяется науке, и в том числе и финансированию науки. И это все стимулирует и ученых, и молодежь, и в том числе школьников и студентов. Республиканский конкурс «Нить времен и поколений» посвящен Году педагога и наставника в Российской Федерации, а также Году народной сплоченности в Республике Тыва. Чинчика Шпуков, Владимир Сюртук, Самдам Иргит, телеканал Тува-24. В Национальном музее прошло открытие выставки Тувинского национального оркестра, посвященной 20-летнему юбилею. Что было представлено на выставке, смотрите далее. Такую теплую, яркую атмосферу в зале создавали артисты Тувинского национального оркестра. В торжественной обстановке выставку открыл директор Национального музея Кадрол Пичелдей. С вашего позволения, разрешите считать открытой выставку и торжественное собрание, посвященное 20-летию со времени создания Тувинского национального оркестра нашей республики. За это время, за 20 лет, оркестр прошел путь становления, развития. И я считаю, что на сегодняшний день оркестр находится на стадии уже достигнутых высот. Тувинский национальный оркестр – ведущий концертный коллектив Республики Тыва. Вот уже 20 лет оркестр представляет самобытную музыкальную культуру тувинцев на самых различных сценах нашей страны и за рубежом. Сейчас мы уже не представляем себе жизни без оркестра, потому что, понимаете, вот он как бы в себе соединил все старое и все новое в Туве. И традиции, и при этом это очень молодой организм, который вот по-новому подает нам культуру, музыку тувинскую. И очень много зрителей молодых. Посетители с большим интересом рассматривали интересные экспонаты выставки и поделились позитивными эмоциями. Мы, студенты колледжа искусств, с радостью посетили выставку Тувинского национального оркестра. Нам понравились яркие фотографии, костюмы и, конечно же, атмосфера мероприятия.
На выставке Чоннун Чолу были представлены самые яркие фотографии с жизни оркестра и изящные костюмы. Помимо выставки состоялась презентация сборника партитур. В этот сборник вошли песни, которые впервые исполнялись в оркестре. В этот сборник вошли самые такие песни, которые впервые исполнялись в оркестре. Да? Вот, с 2003 года самый такой золотой фонд песен и произведений вошли в этот сборник партитур. Сборник партитур мы делали самостоятельно, то есть наши артисты оркестра набирали ноты. Были у нас песни, которые не существовали в нотах, так, артисты играли вслух, подбирая, импровизируя. Вот эти песни через музыкантов, да, вот спрашивая, что они играли, собирали наши музыканты же тоже, артисты оркестра, и создали вот такой сборник партитур. Создание Тувинского национального оркестра посвятила всю свою жизнь Татьяна Туматовна Балдан. Благодаря ей сегодня Тувинский национальный оркестр яркий, узнаваемый, ставший культурным брендом Республики Тыва. Алтынай Сая, Буян Мангуш, Азамат Очур, Тува-24. Джаз в национальных культурах представляется по-разному. Несмотря на общепринятые каноны жанра, музыкантов джаза можно встретить в самых разных уголках нашей планеты. Накануне самые преданные фанаты тувинского джаза пришли на концерт Тува Джаз Бенда, рассказывает Чинчика Шпыкол. Ни один концерт не похож на джазовый. Таких впечатлений и эмоций не получишь больше нигде. Действие рождается прямо на сцене. Ситуация, когда музыкант не следует четко обработанному алгоритму, а творит прямо на сцене. Магия звука достигает зрителей и возвращается обратно к артистам, вдохновляя их на еще более интересные находки. Такого не бывает больше нигде. У нас вбит, вколочен в генах сложнейшие ритмы лошадиных конных аллюров. И это другой ритм, сложный ритм. Между прочим, тувинскую музыку играть намного сложнее, чем другую музыку, именно ритмически. Не говоря о ладах, о соотношениях звуков. На концерте прозвучали тувинские народные песни в джазовой обработке в исполнении бессменной солистки бенда Софьи Караул. Это Бура, Алдан Нахой и Алдан Ташка, а также другие джазовые вариации. Но визитной карточкой музыкального коллектива считается композиция Алдан Нахой. Тува Джаз Бенд является первым и единственным в Туве профессиональным джазовым музыкальным коллективом. Богатый репертуар ансамбля, включающий в себя произведения джазовой классики, блюзы, аранжировки современных зарубежных и отечественных эстрадных песен, а также тувинские народные песни традиционно привлекают широкий круг зрителей. Но когда Софья поет, и потом, конечно, весь оркестр сам очень даже идеален. Особенно, когда они на лошадях, на коньках. Но я, правда, ни разу не видела. Сожалею, не получалось. Музыкальный коллектив украшает своими выступлениями многие республиканские праздники, регулярно с огромным успехом выступая. Проводит совместные концерты с мастерами джаза из России. Благодаря поддержке правительства Республики Тыва стало возможным участие Тувинского джаз-бенда в значимом мероприятии. Выступал коллектив в знаменитом Московском доме музыки. Но мы показали очень хорошую программу в Москве. Очень высоко оценили нашу программу. Специалисты, зрители выделились своим звучанием. Я думаю, что это очень большой успех Тува Джаз Бенда. Мы продвинули тувинское искусство, наши песни, тувинские песни и стандарты джаза в исполнении Тува Джаз Бенда в сфере джазовой музыки. Это очень узкий, специфический жанр, сфера, где очень уникальные, красивые зрители. Поэтому, я думаю, это достижение, очень большое достижение отрасли культуры Тувы.
Зрители благодарили музыкантов громкими аплодисментами после исполнения каждого номера. Количество поклонников Тува Джаз Бенд в республике растет с каждым годом. Напомним, что Тува Джаз Бенд – это подразделение духового оркестра правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша. В прошлом году коллектив отметил 10-летний юбилей. Чинчик Ашпуко, Владимир Сертук, Азамат Учур, телеканал Тува 24. Это были все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. Берегите себя.